Новый учебник по новейшей истории Южной Осетии планируется включить в школьную программу в новом учебном году. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр образования и науки Аслан Лулаев. В ближайшее время будет представлен макет учебника, а также создана рабочая группа для верстки и составления параграфов. В него войдут представители Министерства образования, научного института, преподаватели истории Осетии. Буквально вчера, я разговаривал с Робертом Хазвевичем, который передал мне очень хорошую новость, что в его распоряжении находится макет учебника новейшей истории Осетии. На этой неделе Министерство образования должно его получить, ознакомиться с ним детально. Мы со своей стороны тоже создадим рабочую группу по составлению финального, скажем так, концепта самого учебника. Будут привлечены педагоги истории Осетии, наверное, в количестве 3 человек нашей республики для финальной верстки и составления параграфов. То есть параграфы должны, конечно, мы сами понимаем, совпадать учебному плану, и в том числе проработки вопроса по каждому материалу на самостоятельное изучение детям. Подводя итоги первого полугодия учебного года, Аслан Лулаев подчеркнул, что качество знаний повысилось на 5%. Вместе с тем, общий уровень успеваемости школьников за первую четверть снизился на 1%. Лулаев также сообщил, что в текущем году в городских и районных олимпиадах принимали участие более 300 учащихся, что значительно выше, чем в предыдущие годы. Всего у нас участников по олимпиадам в городском туре и республиканских 317 человек по 9 предметам. Если в прошлом году у нас призерами и победителями олимпиад всех вместе было 87 участников, то могу предположить, что в этом году будет их значительно больше, потому что в республиканский тур по предварительным данным проходит гораздо большее количество участников. Это больше 100 учеников. Вот. В этой связи тоже приятно эти моменты отметить, что дети более охотнее стали идти на олимпиады. То есть желание у них у самих есть, но не так, как это было порой до этого, когда мы насильно порой заставляли наших учащихся принимать в них участие. Лулаев подчеркнул, что дети охотнее стали принимать участие в олимпиадах. Министр отметил, что претендентов на золотую медаль 24. Из них 17 учащиеся 10 классов и 7 11 классов. Вопрос условий коррекционного класса при Цхинвальской школе-интернат – один из наиболее острых на сегодняшний день в системе образования, сказал Аслан Лулаев. Он назвал условия коррекционного класса неприемлемыми, отметив, что вопрос надо проработать комплексно. Не буду вам лгать, вопрос острый. На мой взгляд, это один из наиболее острых вопросов на сегодняшний день в целом в системе образования. Хотел пояснить, что коррекционные классы у нас с вами работают уже достаточно долгое время. Если изначально это были учащиеся, скажем так, с легкими формами заболеваний, то на сегодняшний момент контингент коррекционной группы в школе-интернат, он радикально поменялся. Да, у нас есть детки с очень сложными заболеваниями, которые зачастую, в принципе, неизлечимы, то есть с этим диагнозом им придется существовать всю свою сознательную жизнь. И хочу отметить, что да, в очень сложных условиях у нас находится коррекционная группа. Я, правильно отметили, вчера был в школе-интернат. Условия, в которых они сейчас находятся, они не то что не соответствуют тем минимальным условиям, в которых они должны быть. Мое мнение таково, что мы все-таки должны думать наперед. Мы должны думать наперед, мы должны понимать, что таких детей, их не станет меньше. По моей информации, только официально на учете в системе здравоохранения стоит порядка 450 детей с различными формами заболевания, которые нуждаются в коррекции. И государство, как гарант, на мой взгляд, должно создать все условия для вот этой категории наших граждан, потому что, по моему мнению, они в особенности не защищены.
Министр образования подчеркнул, что необходимо решить эту проблему. По словам Лулаева, его видение решения вопроса не устраивает определенную часть родителей. Лулаев добавил, что готов обсудить этот вопрос с родителями и официальными лицами. Эльвира Тибилова, Стелла Бязрова. Информационный выпуск сегодня.